Подтянутые мальчики и девочки стоят ровным строем, каждый в своей команде. На юноармейский слет активисты приехали со всего СКФО. Каждый из них понимает всю ответственность, ведь в свободное от учебы время им предстоит нести вахту памяти у вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в военно-спортивных играх и, конечно же, готовиться к службе в армии. Креативность, активность, ум и патриотизм – это качества, которыми должны обладать юноармейцы. Я хотел бы дальше идти по юноармейской службе, скажем так. Мне интересно очень. Интересно, что дальше будет, куда дальше пойдем. В юнармии нас обучают многому. Например, основам даже дисциплине, там разборка-сборка автоматов, как передвигаться там по горам. Это нас всему учат. Основе. В военной структуре основам нас учат. Юнармия создана для тех ребят, кто любит Россию и готов активно помогать ей стать лучше, кому не безразлично, какой будет наша страна через десятки лет. Главная задача и цель движения – подготовка школьников к защите своего отечества, когда это будет нужно. Как показывает практика, девочки порой бывают активнее ребят. К примеру, Марьям и Евгения свое будущее видят только в военном деле и знают точно, почему вступили в ряды юнармии. Я вижу себя успешным офицером, и я хочу получить много наград, даже звание Героя Российской Федерации, если получится. Юноармейцам из Ингушетии особенно приятно встречать своих единомышленников на родной земле. Я очень рад, что в нашу республику Ингушетию приехали все участники юнармии СКФО. Это очень хорошее дело, потому что есть возможность познакомиться, пообщаться с другими, потому что у нас есть одно общее дело. Мы в будущем все хотим стать военными. На торжественное открытие слета юноармейцев приехал и председатель правительства Руслан Гагиев. В своем выступлении он подчеркнул, что ребятам, решившим посвятить себя военному делу, нужно быть достойным примером для остальных и патриотами своей страны. Я искренне уверен, что вы будете достойно служить нашему Отечеству и будете патриотами России. Ингушетия маленькая республика, но она всегда достойно представляла наших сынов и дочерей во всех исторических событиях нашей страны. Этому примером является сегодня нахождение здесь, в этом замечательном городе воинской славы Малгобек. Еще раз вам всем желаю искренне быть достойным примером, быть патриотом нашей страны. Удачи вам! Успехов вам, счастья вам! У молодого военно-патриотического движения уверены собравшиеся большие перспективы, для реализации которых ребятам предстоит приложить немало усилий. Благодаря вам, вашей работе, учебе мы достигнем новых успехов, новых высот. Юнармия вперед! Удачи нам всем! Спасибо! Я призываю вас, юноармейцы Северного Кавказа, памяти погибших, будьте достойны. Будьте достойными преемниками тех традиций воинской славы, которая родилась на этой земле, в этом славном городе Малгобек. Мира вам и процветания, Ингушетия! После торжественной части почетные гости и участники слета возложили цветы к вечному огню в дань памяти погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Ингушетия признана единственным официальным штабом юнармии в СКФО. Это связано с динамикой развития юноармейского движения в республике. Каждый отличившийся юнармеец будет иметь определенные свои бонусы при поступлении в военную академию, наилучшие ряды армии, так скажем. То есть это хорошее направление в целом. И наша молодежь, как никакая другая молодежь других регионов в целом и в России, с интересом относится именно к этому направлению, потому что это военное направление. Это первые всероссийские, можно сказать, сборы именно. То есть мы сегодня подготавливаем и психологически, и физически именно командный состав, именно командиров, именно лидеров. То есть это самые-самые лучшие сегодня. То, что они проходят у нас в Ингушетии, то, что это первый федеральный округ Северокавказский, который на этот эксперимент пошел, и то, что наш глава это все поддержал, именно мы сегодня являемся, как бы это сказать, именно первопроходцами, то это для нас очень символично. Слет юноармейцев продлится еще 2 дня, в завершении которого тысячи ребят будут посвящены в ряды ингушских юноармейцев. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24.